Переведу на русский язык. Примерно то же самое написано от нашего полпреда, заместителя премьер-министра Республики Башкортостан. Уважаемый Ринат Сафиевич, от имени полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации и от себя лично с особой теплотой поздравляю вас с юбилеем 70-летием со дня рождения. Активная многолетняя общественная деятельность, плодотворная работа на посту главного редактора газеты «Татарский мир» снискали вам высочайший авторитет среди коллег и соратников. Но хотелось бы особо отметить ваш писательский дар, глубина, внимание к деталям, необычные зарисовки, тонкий народный юмор. Все это делает вас и ваши произведения уникальным самобытным явлением российской литературы. Примите самые искренние пожелания вам на долгие годы сохранить крепкое здоровье, жизненную энергию, целеустремленность и оптимизм. Пусть вам и вашим близким всегда сопутствует счастье, радость, благополучие, удачи и процветание. С уважением, полномочный представитель Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации, заместитель премьер-министра Савин. Ваш традиционный подарок, конечно, набор здоровья, я принес, он откроет, там хороший мед всех сортов и чай, который выращивают на плантациях Республики Башкортостан. Травы Башкортостана растут только в Башкортостане, и поэтому нигде таких трав больше нет. Rинат Сафиевич, siz bilan biz sahnaning so'zlarini ijro almashtiramiz. Мне кажется, один из любимейших жанров Рината Сафиевича в области музыкального искусства – это татарская народная песня. Вашему вниманию сейчас мы представляем песню «Татар халықшылары сибілі шешер». Татар Румы халықара конкурсы лауреаты Зульфия Халилова. Is
сейчас я с удовольствием слово хочу предоставить моему коллеге, председатель Московского союза писателей Москвы. Это самая крупная писательская организация и первый заместитель председателя Международного сообщества писательских союзов. Это тот союз, который возглавлял легендарный Сергей Владимирович Михалков и прекрасный поэт, русский поэт Владимир Георгиевич Бояринцев. Вот так, тут повыше, я пониже, и мне удобно микрофон. Дорогие друзья, от имени и по поручению правления Московской гвардейской организации Союза писателей России, как председателя этой организации, от имени и по поручению всего Союза писателей России, сопредседателем которого я являюсь, от имени и по поручению председателя исполкома Международного сообщества писательских союзов Вельзина Ивана Ивановича и от всех писателей России, если проще говоря, я сегодня поздравляю своего ровесника Рената Сафича Мухамадеева с 70-летием. Это такая хорошая дата, дожить до которой, в общем-то, лично я и не мечтал, но это случилось, слава Богу, и наряду со всеми прочими причинами это сегодня для меня тоже праздник, что со мной рядом такие богатыри, что я не один такой седой. Поэтому прими, Ренат Сафич, самые добрые поздравления, пожелания. И еще скажу всем, кто не знает. Ренат Сафич в хорошем смысле, в том смысле, как говорили про Минина и Пожарского, гражданин. Как высоко звучало это слово раньше. А теперь, говорят, гражданин, подвиньтесь, да? Но это ярчайший представитель гражданского общества. Ренат Сафич, ты настоящий образец подтянутости, острого ума, готовности вступить в бой не как с шашкой наголо, а осмысленно, одухотворенно. Недаром человек был заместителем председателя исполкома Международного сообщества писательских союзов, а в это время председателем его был Сергей Владимирович Михалков. Мне тоже посчастливилось быть только не... Я просто был его замом и генеральным директором и первым секретарем последние годы жизни. Но сколько совпадений, и 70 лет, и оба мы рука об руку с Михалковым шли, и оба чем могли, помогали в трудные времена, в труднейшие времена для писателей своему лидеру, а он помогал нам. Но на этом совпадение не кончается. Ты заслуженный работник культуры Татарстана, ты заслуженный работник культуры Российской Федерации. И от такого же называется слышу. Я тоже заслуженный работник культуры Российской Федерации. И далее идет Республики Ингушетия, и далее Чеченской Республики. Это все недаром, все не случайно. И все потому, что мы интернационалисты. Я родился в Семипалатинске на улице Школьной. И на моей улице Школьной проживали русские, украинцы, крымские татары, сосланные в Великую Отечественную войну,
чеченцы, ингуши и еще ряд народностей нашего великого бывшего Советского Союза. Нашу футбольную команду можно было бы смело называть «Интер». Мы выигрывали все состязания, мы были лучшими спортсменами, и мы были самыми, может быть, ну не отличниками, но самыми боевыми и в учебе, и все лучшие девушки в школе были наши, и на танцплощадке тоже. Вот, когда я гляжу на тебя, великий наш академик сейчас сказал про спортсменов, про ученых, про наших выдающихся мыслителей, министров и прочих людей. Вот в тебе сливается образ воедино, но ты еще при этом писатель. И что мы думали, хорошо подумали, прежде чем это сделать, что сегодня к лицу такому общественному деятелю, писателю, представителю, величайшему представителю гражданского общества, здесь еще скажут и о газете, здесь еще скажут, кто был председателем Союза писателей Татарстана 10 лет, это не шутка. И кто был директором книжного издательства в Казани. Это все Ринат Сафиевич. За заслуги правления Московской городской организации Союза писателей России награждает своего члена организации и члена Союза писателей России Рината Сафиевича Мухамадиева большой наградой. Она называется «Литературный Олимп». И представляет собой медаль ни в чем не уступающая Рио-де-Жанейрскую, сделана из отличного металла, из доблестного. Пусть она просияет от своей груди, от 8 тысяч писателей Союза писателей России, от этого зала, который любит тебя, народ, мы тебя поздравляем, желаем здоровья, 75 лет, нет миллионов, поздравляем! А то скажут самозванец. Ринат Сафиевич, очень много есть людей и коллектив, которые хотят сегодня поздравить вас. Я поэтому сейчас сцену представляю коллектив Татарского культурного центра. Это вам известный прекрасный танцевальный ансамбль культурного центра, который называется «Ильдар», руководитель заслуженной работник культуры Республики Татарстан Радик Ябаев. Смотрите, пожалуйста, молодежный танец «Яшляк Ивер».